Туристы, посещающие горную часть Ингушетии, теперь могут опробовать новый маршрут. Место отдыха организовано в живописном месте в селении Гули. Здесь есть все для комфортного отдыха, уютная беседка в рустикальном стиле, насыщенный горный дух и сказочная природа. Помимо того, что можно просто прийти посидеть, если вдруг вы приехали отдохнуть со своей едой, а вдруг все же забыли, но у вас есть с собой продукты, то беспрепятственно можно приготовить на мангале шашлык. Здесь специально сделаны раковины, где течет родниковая вода, то есть родник проложен. Место для того, чтобы просто запасы исчезли дров, а здесь так обычно дровница находится. Дальше у нас котел, где можно сварить мясо, и самовар, где варится вкусный чай. Обустроенное место полностью создано из натуральных материалов. Столбы беседки выполнены из гладкого сруба, крыша из веток, пол покрыт каменными плитами. Деревянные лавочки совмещены со столом и органично вписываются во всю конструкцию. Неподалеку расположена скамейка-качеля, а рядом с ней находится смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на природу. Все элементы места отдыха гармонично сочетаются с окружающей средой и придают ей особый шарм. Само место выбора – это связано с тем, что здесь находится этот мини-отель бейсджамперов, то есть цивилизация здесь рядом. И в этой точке скопление большого количества туристов. В связи с этим было принято решение, чтобы появились дополнительные зоны отдыха. И это не все, что было сделано по проекту обустройства туристического маршрута. Чуть дальше, возле родника под Цейлом, была размещена еще одна беседка в пещере. А начиная с кафе «Легенды гор», организаторы маршрута проложили тропу до Дашхаклинского храма. Самое сложное, наверное, в реализации проекта это было то, что мы находимся в горах, то есть это местность, которая не приспособлена для таких работ. И в большей степени был задействован человеческий труд. То есть если это подниматься наверх, то весь материал нужно вручную затаскивать туда наверх, прокладывать эту тропу, полностью ее всю делать, и в меньшей степени все было механизировано. Поэтому здесь вложено очень много сил, помимо того, что и финансовые средства вложены в реализацию этого проекта. Новые беседки и тропа были реализованы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированная президентом России Владимиром Путиным. В Ингушетию из федерального бюджета было направлено более 200 миллионов рублей. Для реализации этого проекта предприниматели республики приняли участие в грантовом конкурсе, проводимом Комитетом по туризму, где и разыгрывались эти инвестиционные средства. Из 25 участников конкурса 23 получили гранты. Ассоциация гостевых домов республики занималась строительством беседок и получила помощь в 3,5 миллиона рублей. Одна из беседок, что в рустикальном стиле, монетизирована и является коммерческой зоной, которая приносит прибыль и пополняет казну республики. В этом году проводится новый конкурс на участие в национальном проекте по туризму. Предприниматель создает свой проект, пишет, приносит на проверку, и нас вот в нашем отделе проверяют все в соответствии нормативным каким-то документам, и далее он поступает на конкурс. То есть так же, как и он, многие другие могут подать тоже свои заявки. И после проведения комиссия как бы отбирает те проекты, которые кажутся наиболее перспективными. Туризм и индустрия гостеприимства помогают сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов всестороннюю поддержку государства. Адам Гулоев, Хамзат Холухоев, Новости 24.